Здравствуйте, дорогие товарищи! С вами Мустафина Файруза Васимовна из Республики Татарстан. Если вы помните, на нашем канале правительства Советского Союза, опубликовался указ об открытии высшей школы по подготовке руководящих кадров СССР. 17 августа у нас начало занятий. Сегодня у нас 24 сентября 2021 года. Заключительная лекция была. Президиумом Верховного Совета СССР принято решение опубликовать все лекции в открытый доступ, чтобы люди могли знакомиться, самообразовываться, готовили себя к будущей жизни. Возможно, кто-то найдется, изъявит желание именно на должностях, помогут восстанавливать нашу страну. На ваших экранах одна из лекций. Мария Францевна Гербер, она министр народного образования СССР. Школу образовали как раз при министерстве, при Совете министров, при Верховном Совете. У нас первый поток учеников немного, 20 с лишним человек. Занятия проходят по 4 часа 2 раза в неделю. Мы все очень даже занятые, но мы находим время, чтобы заниматься, повышать свою квалификацию, потому что время это диктует. Примерно какие лекции читают нам на сайте. На слайде вы видите формирование нового мышления для принятия новых управленческих решений. Одно из великих и загадочных чудес космоса заключается в том, что как только каждая из наших фаз развития истощается в подготовке к следующей фазе, он побуждает нас освободиться от привычного и совершать рискованный шаг в неизвестное. Политическое будущее принадлежит тем, кто обладает мужеством и прозорливостью сформировать новые союзы, основанные на образе мыслей, которые нельзя втиснуть в рамки старых определений. Дэвид Кортин, когда корпорации правят миром. Одна из лекций, следующую лекцию читает нам Владимир Емельянович Чабанов. Он у нас возглавил 19 мая 2021 года Совет министров СССР. Кто такой? Чабанов Владимир Емельянович. Сейчас я вам тут зачитаю. Он написал книгу «Экономика коммунизма». И еще интервью выкладывали на нашем канале правительства, канал правительства СССР, Татьяной Бирковской, интервью Владимира Емельяновича. Это руководитель информационной службы конкурса. Это конкурс преображения для России, да? Владимир Емельянович Чабанов, доктор технических наук, профессор физики, академик, возглавил Совет министров СССР. Это не случайность, это, я думаю, закономерность, что такой человек пришел нашу страну
поднимать с колен. Итак, уважаемые товарищи, сейчас я перехожу, значит, на эту книгу «Экономика коммунизма» и немного зачитаю тут предисловие. Доктор технических наук, профессор физики, действительный член экономико-философского общества МГУ, корреспондент Международной академии наук Арарат, профессор в области экономики Международного университета фундаментального обучения МВУС, академик, гранд-доктор, автор 3 монографий по вопросам физической акустики и 11 по фундаментальным вопросам экономики, а также свыше 100 других печатных работ, докладов и изобретений. Вот эта книга продается в печатном варианте, в библиотеках можно найти эту книгу. Можно в электронном виде еще заказать в интернете. Ozon.ru, по-моему, там книги продают. Можно там приобрести очень ценные знания там. Так. Вот еще тут цитата. Коммунизм, как вековое чаяние человечества, не может быть воплощен в жизнь в рамках ныне существующих экономических воззрений. В этой связи описана модель гармоничной экономики, с применением которой существенно повышается общественная производительность труда, справедливость и нравственность производственных отношений, и создаются условия, которые позволят коммунистическую мечту превратить в реальность без какого-либо насилия, общественных катаклизмов и переделов собственности. Представленная теория столь проста и очевидна, что не может не отображать реально протекающие в природе процессы, а поэтому рано или поздно она будет реализована вне зависимости от существующих экономических взглядов. Итак, я хочу представить вашему вниманию еще часть. Это введение, оглавление этой книги. Тема коммунизма настолько оболгана, что от истинного его значения, как царство благополучия, добра и справедливости, ничего не осталось. И это неудивительно. Слишком разительно отличается это учение от ныне действующих безнравственных, безнадежно устаревших. Настоящая книга представляет собой сочетание методологии марксизма с законами Вселенной. Она позволила выйти на понимание фундаментальных основ экономики, из которых следует, что коммунизм является не только реальным, но и неизбежным. Вот давайте пробежимся по содержанию. Оглавление, предисловие, значит, глава 1, экономика как наука, значит, тут подраздела коммунизм как закономерный итог развития человечества. Далее коммунизм, ответ на вопрос коммунизм, идеология, утопия или реальность, цивилизация как ветви человеческой эволюции, Россия и Европа, столкновение цивилизации, община и русские артели, предтечи коммунистической организации, земство как успешный опыт работы местного самоуправления, фундаментальная основа экономики как науки. Что есть экономика? Ответ на вопросы в этой книге. Кардинальная цель гармоничной экономики. Потребности людей, предмета потребления и средства производства. Общественная производительность труда и факторы ее формирующие, структура современной экономики, общественная производительность труда, сокращенно ОПТ, как главный показатель деятельности государства, факторы, подавляющие ОПТ, продуктивные факторы экономики, разделение и кооперации труда, глава 2, экономические системы и их особенности,
рыночные административные связи хозяйственных структур, достоинства и недостатки рыночных связей, власть, административное управление, сравнительные характеристики рыночного и административного регуляторов, экономические системы и характеристики, отличительные особенности различных политик экономических формаций, анализ особенностей. Но, впрочем, далее. Глава 2. Системообразующие мероприятия гармоничной экономики. И далее. Все разложено. Предисловие, значит, теория без практики мертва, практика без теории слепа. Пафнутий Чебышев. Теория, зашедшая в тупик, открывает блестящая перспектива. Ибн Саби. Вот мы как раз и занимаемся изучением этой книги. Здесь все четко, все разложено. Значит, в каком формате проходит у нас лекции. Сейчас еще раз покажу. Вот сам профессор, значит, все это нам читает, объясняет. Вот так красиво оформленные презентации. Картинки очень интересные. Мы же образно воспринимаем. Например, вот сейчас я вам слайдик покажу, да. Вот хищническое потребление природных и человеческих ресурсов. Вот таким образом. Вот наглядно видно, вот что сейчас происходит, да. Ну, уважаемые товарищи, на этом я завершаю. Просто я сделала как бы вводную часть. Вот, желающие могут на нашем канале, подписавшись на наш канал, могут самостоятельно себя готовить, значит, трансформации, переустройство государственного устройства обязательно будет, это неизбежно. Возможно, вы будете принимать в этом участие, заниматься самообразованием. Были как бы противоречия, почему мы лекции будем выкладывать в открытый доступ. Российской Федерации, как бы высшие учебные заведения, вот это образование продают за деньги, да. Понимаете, дорогие товарищи, наша задача готовить кадров. Кадры решают все. Пока нас мало. Возможно, люди не верят, что менять систему не получится, сомнений у людей, да, вот, чтобы вы понимали, что это вполне реально, и мы это сможем, и должны это сделать. Вот поэтому это вводная часть, следите за роликами, будем выкладывать лекции там через день или в неделю 2 раза лекции будем выкладывать. Вы можете самостоятельно их изучать. Всего доброго. У меня на этом все. До следующих встреч.